город Белебей. Название от гидронима Белебейка – это река в Башкортостане. Основали Белебей чувашские переселенцы. Они арендовали землю у демских башкир. Впервые Белебей упоминается в 1757 году как селение Белебеево. В 1781 году Белебей стал уездным городом и начал активно развиваться. В 2016 году постановлением правительства России в Белебее создана территория опережающего социально-экономического развития. Это особая зона с льготными налогами, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями для резидентов. Один из резидентов Белебеевского ТСРа – компания «Таврос». Здесь пока еще строительная площадка, но работы ведутся интенсивно. И вскоре появится предприятие по переработке и консервации свинины. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Фаридович, ну вот 33 гектара земли полностью. Здесь было раньше поле-лес, немножко с пригорками. Все выровняли, землю отсюда вывезли, потом глину завезли, все утрамбовали на глубину, это метр 20, метр 30, откатали это глиной все, подвели электричество. Значит, площадка полностью готова под строительство, ну и требуются дальнейшие шаги. То есть проект у нас выходит 20 декабря с экспертизы, и, по сути дела, как бы мы можем уже двигаться дальше. По инженерным сетям, коммуникациям ожидаем уже передачу, с госэкспертизы получаем и передавать будем в фонд моногородов. Общая площадь зданий здесь порядка 70 тысяч квадратных метров, 1200 рабочих мест, как и планировалось. Значит, полностью закрытый цикл с глубокой переработкой до конечной. Первый этап у нас, получается, будет 6,1 миллиарда рублей. Это без мясо-колбасных изделий. Это второй этап, уже будет мясо-колбасный. А сколько освоили уже? Суммарно вместе с проектированием, здесь на стройке порядка 70 миллионов потратили, и на спроектирование все вместе 200. А, вот уже освоили, да? Да. А по планам, когда начало работы? В феврале-марте месяце выйдем на фундаментную работу. Мясо колбасное второе, а первый что будете? Просто охлажденное мясо? Нет, это забой, охлажденка, обвалка, полностью все вот это вот все, то, что нам позволяет выйти на экспортную позицию. Фасовка, вот это. Да, да, да. Вот все это на это. А колбасы? А колбасы это уже второй этап, значит, который уже в глубокую переработку. Зайдем, там не только колбасы, там уже сейчас рассматриваем. Вот генеральный директор новый, он специалист по мясу уже непосредственно, как мясопереработчик. Вот он непосредственно будет заниматься этими вещами уже по глубокой переработке. Сформировали команду хорошую, ребят набрали. Занимаемся сейчас вопросами жилищного строительства и жилья в Белебее. Сколько ехать до Белебея отсюда? Где-то 4 километра. Вот отсюда, ну, отсюда не видно, чуть с пригорочка, там город виден он. Город виден, но с другой стороны, роза ветров оттуда в ту сторону дует. Город накрывать ничем не будет. То есть мы, исходя из этих событий. Ладно, тогда поехали. Город Белебей известный еще и как край поющих родников, где бьет сотня целебных ключей. Осенью 2020 года здесь завершили масштабную реконструкцию набережной пруда и окружающего его парка, который так и назвали «Поющие родники». Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Ради Фаридович. Ради Фаридович, саламатсыз. Қалдарыңыз? Барайық, рахмет. Шатпыз, сізді көрген. Өзіңіз Бала, сіздің қайыр фатиха білен яшибіз, Ярашылай болсын. ішлейбіз, тырышабыз. Көрсетесіз, ме? Әйе, міне. Это у нас... Это входная наша часть. Здесь туалет для мобильных групп. Вот это пост охраны. Там полностью все видеокамеры выведены. Вот сюда, да, точно. Вот все, каждый уголок. 30, почти 30, да, Александр Александрович? 50 видеокамер. 50 видеокамер, 30 постов там, да. Вот все выведено, вот, охрана, да. И узел связи, радиорупор, 70 штук у нас. Все выведено здесь. Для моржей это, ну, то есть... Это та сторона, здесь, да, вот мы идем вот сейчас так. Да. Киоски, переделок. Сколько здесь гектар получилось? Так, где-то... Там около 8 гектаров, потому что наверное, до 10 гектаров там было это поручение. Зона ограничена, определена именно по конкурсу, программе. Полностью электроснабжение, ТПшку поменяли тоже по программе. Здесь, Ради Фаридович, справа
Здесь стоянка у нас еще планируется на следующий год. На этой вот низине. Вон на той низине, вот там, да, там полная стоянка, потому что большое количество людей посещает, и нужно, уже этого недостаточно. Мы его доделаем, все заложено, уже есть. Это здесь плитка, да? Здесь вот этот бетон. Топпинговое покрытие здесь. Здесь на топпинговое покрытие, асфальтовое покрытие, брусчатка. Вот с этим бетоном, тогда мы с вами разговаривали, помните, я вот думал, подрядчика искали долгое время. Но зато катаются дети на роликах, на скейте здесь очень хорошо. Сейчас думаем, как это дело, потому что соли здесь Вот просто... здесь кровля хорошая, вот здесь, эти, вот справа. Сейчас. Где? Вон кровля, вот, ну, эти вот сделаны. Вот эти вот правильно сделаны. Ну, здесь всегда можно и от дождя, от солнца укрыться. Вот здесь у нас сейчас демонтировали это, Альфарич. Здесь 4 фонтана у нас вот так было по длине полностью. Вот, ну, очень эффектно. Ну, вообще, ну, круто получилось. Хороший парк. Очень круто получилось. Небольшой кружочек. И Да, выйдем. пойдем. И выйдем туда, на Тюбетейку. Вот здесь зона для плавания будет для детей. Вот тоже спуск сделали. Да, здесь у нас, Ради Фаридович, пляжная зона. Почти 230 кубометров мы завезли. Песок, терраса, деревянная терраса. А вода чистая здесь? Показатели какие? Да. Роспотребнадзор разрешение Пропускают. дает? Да, пропустили Молодцы, все. здорово. Мы саму гидровую часть не трогали, потому что это в конкурсную часть не входит. Вокруг все благоустроили. Мы каждый год сюда лазами чистим, чтобы дети могли купаться. Ну, тут летом будет, ну, несколько тысяч людей будет. Видно, что, Сереж. Хорошо сделано, очень да. практично. Это что? Вот кафешка, да? Такие маленькие кафетерики, да, Вы здесь. в аренду сдаете? Будем сдавать в аренду. Это же муниципальное имущество. Муниципальное. То есть отдаете в аренду? В аренду сдавать будем, потом, ну, должно отработаться все. Надо везде делать. Вот, это Вот, очень вот образец. практично. Образец для подражания. Да, вот очень Вот, практично. в Салавате надо было вот поставить 2 таких. Вот это на берегу, на пляжу как раз удобно. И тут все поставил, и это. Столики, да, здесь эти. А так вот эти перголы, что толк-то как не закрывает их. А это здесь что будет? Это тоже? Это пергол они называются. Здесь Нет, ну, зона внутри отдыха. тоже кафешка, да? Кафешка будет, кафешка будут. Сейчас сюда важно вдохнуть жизнь. Бизнес маленький, что хочет там, ну, какие-то Предприниматели услуги, просят они- уже. Да, просят Ну, усиленно. бомбическое. И Это- прокат. Куда идем? Вот по дорожке слева. По дорожке. Вот это детская площадка, резиновое покрытие 5 сантиметров. Вот башня, там космическая сеть. Здравствуйте. Девчонки прыгают. А та часть, Ради Фаридович, у нас памптрек, мы его Что здесь будет? да, в 2018 году делали. Это что? Это Это башня называется. Вот дети будут подниматься и скатываться здесь. Это такая И новая. скатывается уже. Скорость небольшая, здесь вот 5 сантиметров толщина. Это для Резиновое рыбаков. Вот покрытие. здесь все предусмотрено. Для рыбаков вот места. Мы вокруг пруда, значит, по городской среде общественной территории, со стороны лесной тротуарчик сделали очень хорошо освещенный. И с этой стороны, в сторону города, со стороны улицы. дорога в город, Да, тут, в чтобы город, да. освещенная? Да. 2 улиц подвели, значит, тротуары и вдоль леса. И они освещены? Выход сюда вот на зону. Они отдыха. освещенные? Освещенные, все освещенные. 4 подхода сейчас сделали сюда. 1 был, сейчас еще 3 добавили. А вот здесь вот что? А здесь, значит, Сабантуйная площадка? Это вот Сабантуин. дорожку подвели. Ага. Сюда. Надо развивать туда тоже дальше. Туда мы дорожку освещения сделали. Здесь это плитка тротуарная, да? Здесь асфальт. Асфальт, да? Здесь асфальт. Технологический, широкий для автомобилей. Светильники, значит, их у нас 200 штук, 50 штук двухрожковых и 150 штук однорожковых. С автоматическим регулированием в зависимости от дневного света. Сизгазур Рахмат. Ахмат. Молодцы, что все Болмаса закончили. авторитет. 19 жылында вряд ли шығарайық бұл конкурста жеңуші болып. Давайте дальше участвуйте. Да, в этом году Цароградецкий. Мы готовимся. Микрорайон. А вот здесь вот что будет? И это вот как раз шатер Бублик мы называем. Здесь бизнес-центр, и там будет, ну, и культура, и да, выставки, все. А то, что пройдем, вот здесь вот дорожка из мрамора, мраморная крошка.
Здесь вот, Ради Фаритович, небольшая вот террасовая площадка для концертов, для выступления, а здесь зрители будут. Здесь летняя эстрада, здесь открывается, Ради Фаритович, все, и будет выступление. Ух ты. Да. Слушай. Отлично. Отлично. Вообще очень круто. Вот здесь хорошо сделано. Вот здесь вот везде это делают как для картинки. А здесь вот практично. Очень круто. Все практично сделано. Молодцы. Здесь Сарапова, молодец. Вообще. Сарапова. Отнеслась очень круто. Это функционально правильно. Очень круто. Да, это супер сделано. Очень здорово. Слушайте, ну уровень европейский такой. Европейский, западноевропейский. Как город. в Австрии мы вот это смотрели в нацпарке, вот оттуда уже. А так, Ради Фаритович, можно будет, вот бизнес захочет, им надо какой-то семинар провести, мы можем тоже отдать. С детьми будем здесь заниматься. Вот я говорю, надо заполнять сейчас это все. Да, вот надо, хоп, посадим. Молодцы. Надо уже к лету готовиться вам. Обязательно. Чтобы уже вы понимали, кто арендует кафе, как только тепло. Уже в апреле, как только тепло будет, тут гулять начнем. Чтобы кафешка... Вечерами здесь полно народу ходит. Полно. А это вот сделали тоже, да? Это у нас предприниматель, да, он эти сейчас переделывать будет сейчас немножко. Сертифицируйте только, чтобы... Да. Здесь вот этот... Зона проката, да. Смотрите. А прокат что здесь будет? Ну, здесь велопрокат будет. Ну, что предприниматель примет в основании, чем он будет заниматься. А так-то мы назвали велопрокат. Охрану правильно сделали, без охраны здесь нельзя. Территория большая. Да. Вот эту часть вокруг пруда озеленение. Полностью мы, значит, ковро окрем на бикшуа. Топпинг здесь. Сейчас снегоочистители сюда покупаем, потому что на бетон нельзя будет тракторами заходить. Пока почистим, попробуем вручную, как пойдет. Видеокамеры как выведены. Это наш подрядчик главный, Ради Фаритович. Вот, да. А вы молодец какой. Лазарев Сергей Александрович. Вы местные или что? Местные, да. Смотрите, очень круто вы сделали. Там надо данные взять, потому что будем строить, когда вас попросим еще. Молодцы. Ребят своих поблагодарите. Очень круто. Прям здорово. Администрация все сделала. Молодцы. Здравствуйте. За внесение снега. Не беспокоит хулиганы? Нет. Нормально. Круглосуточно же здесь, да? Да. Ага. Ну, отлично, да? Тепло, комфортно здесь. Каждая точка выводится. Точка есть, связи с РУВД есть, да? Есть. Ага. Все. Здорово. Хорошая служба. Спасибо. Все доброго. Вот все, 5 с плюсом ставить. Ради Фаритович, устраиваем наши города, и вот первые итоги Белебей, вот как впечатление? Ну, я-то был здесь, когда это начиналось, потом был промежуточно смотрел. Но, честно говоря, вот я даже не ожидал, что это так здорово будет смотреться. На мой взгляд, это сейчас вот парк околоводного объекта лучший в республике. Вот в этой номинации, скажем так, он лучший в республике, очень современный, самое главное, очень функциональный. Здесь есть все, есть и для бизнеса, и для отдыха, и для пожилых, и для младших, для маленьких, и территория очень красивая сама по себе. Отличный проект, отлично получилось. Заслуга нашего Института развития городов и заслуга и города. Они молодцы. Команда города отработала. Вот пример, мы его будем сейчас тиражировать. Я вот сейчас вот там, где в городах есть водный объект, будем вот по такому типу строить. Потому что очень удачный проект получился. Но опять же, это результат большой работы. Деньги-то откуда появились? Белебей победил в конкурсе, в федеральном конкурсе. И основная сумма денег пришла федеральных. Но это был большой, тяжелый труд большой команды. Им всем спасибо, они молодцы. Спасибо большое.